Вы смотрите информационную программу «Вести Тимана. Сосногорск». В студии Мария Ледовских. Здравствуйте. Коротко о самых заметных событиях уходящей недели. Учить и учиться. Вчера прошли заключительные испытания конкурса профессионального мастерства «Учитель года». Правила безопасности. ОНД сообщает о резком увеличении количества пожаров на автотранспорте в Республике Коми. День рождения огнетушителя. В школе номер 5 провели спортивно-творческое мероприятие по пожарной безопасности. В начале этой недели Владимир Уйба рассказал о планах по реализации адресной инвестиционной программы Республики Коми на 2024 год. В ее рамках будут построены важные для региона объекты в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, спорта, в дорожной сфере и других. На сегодняшний день это 44 проекта. В 2024 году на строительство объектов, вошедших в адресную инвестиционную программу, будет направлено более 7 миллиардов 646 миллионов рублей. И из них 1 миллиард 249 миллионов рублей привлечены из федерального центра. Также глава сообщил, что республика вошла в число лидеров по урожайности сельскохозяйственных культур. По итогам 2023 года наш регион на 5-м месте по урожайности овощных культур. По этому показателю республика обошла Курскую, Московскую, Брянскую, Тюменскую и Курганскую области. Показатель урожайности 518,1 центнера с гектара. Это рекордное значение для республики. С незначительным отрывом 520,9 центнера с гектара нас опередила Тамбовская область. На первом месте рейтинга оказалась Астраханская область с показателем 705,6 центнера с гектара. Во многом успеху аграриев Коми поспособствовала грамотно выстроенная система государственной поддержки. Вчера прошли заключительные испытания конкурса «Учитель года». Педагоги продемонстрировали свое профессиональное мастерство на мастер-классе и пообщались с членами жюри за круглым столом. Подробности в нашем сюжете. Девиз конкурса «Учитель года» – «Учить и учиться». Действительно, современное образование требует от педагогов быть полностью вовлеченными в образовательный процесс, учиться новым методам и приемам, не бояться использовать инновационные, инноваторские идеи. В рамках испытания мастер-класс участникам предстоит не только поделиться с коллегами своими уникальными наработками, но и вовлечь присутствующих в образовательный процесс. Следует сказать, что мастер-класс – это, наверное, одна из самых сложных форм представления своего педагогического опыта, потому что если уроки мы проводим по 5, а то и по 7 раз в день, то мастер-класс некоторые не проводят ни один раз в жизни. И вот это вот умение показать в нестандартной форме все свои знания, наработки, педагогические какие-то находки, вот это как раз и оценивает жюри. Действовать в нестандартной ситуации, коммуникация, как с незнакомыми людьми может общаться педагог. Средства интерактивного обучения, игра в образовательном процессе и другие не менее интересные методы представили учителя на мастер-классе. Наталья Кучумова рассказала коллегам про игрофикацию в образовательном процессе. Я применяю это в своей практике на уроках для обучения детей, а именно для того, чтобы их мотивировать на изучение. У меня такой сложный предмет, как математика. И у детей уже изначально встает барьер, что это трудно, не хочу. И моя задача их привлечь, расслабить, и найти подход каждому. Стать учителем математики Наталья решила еще в детстве. Примером послужила мама, которая также преподает этот предмет. Я с самого детства видела, как она работает. И, наверное, с самого детства я определила свой путь. В конкурсе Наталья решила поучаствовать для дальнейшего профессионального и личностного роста. Результаты участники узнают уже совсем скоро. 13 февраля в кадетской школе пройдет торжественное объявление победителя, который представит Сосногорский район на республиканском этапе конкурса «Учитель года». Мария Ледовских, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск.
Сосногорская ЦРБ приглашает всех желающих пройти вакцинацию против новой коронавирусной инфекции отечественной вакциной «Спутник Лайт». Перед вакцинацией необходима консультация специалиста, получить которую можно в 101-м кабинете взрослой поликлиники. Медицинские работники проведут осмотр и при отсутствии противопоказаний направят на вакцинацию. За сутки до прививки не рекомендуется употреблять алкоголь. Температура тела должна быть нормальная. Не должно быть любых явных признаков ОРВИ, в том числе насморка. Врачи предупреждают, что после вакцины от коронавируса, как и после любой другой, могут возникнуть побочные эффекты. Озноб, повышение температуры тела, болезненность в месте укола, что является нормой. В начале года в республике резко увеличилось число пожаров на автотранспорте. По данным отдела надзорной деятельности и профилактической работы за 2023 год большинство таких возгораний связано с неисправностью узлов и механизмов. Сюда входит и неисправность электрооборудования, в том числе разгерметизация топливной системы и попадание топлива на горячие элементы двигателя. Косвенным виновником пожаров на транспорте можно назвать мороз. Одной из причин этих пожаров на автотранспорте у нас послужило использование гражданами горючих материалов для утепления двигателей, такие как старые одеяла, матрасы, которые при соприкосновении с горючими частями элементов двигателя также воспламеняются. Также одной из причин пожаров является это подогрев двигателей моторных отсеков открытым огнем при помощи паяльной лампы, какой-то либо газовой горелки, в результате чего также происходит возгорание автомобилей. Сотрудники УНД Сосногорска советуют для утепления двигателя приобретать в специализированных магазинах сертифицированные автоодеяла. Также не оставлять машину без присмотра с включенным автозапуском. Регулярно проходить техосмотр, в том числе для исключения подтеков масла, горюче-смазочных материалов и иметь огнетушитель в авто. Если вы увидели первоначальное возгорание в автомобиле, в моторном отсеке, конечно, вызвать пожарную охрану. По возможности отключить автомобиль от аккумуляторной батареи. То есть это позволит минимизировать последствия этого пожара. Но во многих случаях, когда возгорается автомобиль, в основном возгорание происходит именно в моторном отсеке. Выгорают какие-то эти пластиковые детали, соответственно, резиновые детали. И возможность открыть тот же моторный отсек, капот двигателя, не предоставляется возможным. Поэтому обесточить автомобиль хотя бы выключением зажигания. То есть, соответственно, надо достать все соответствующие документы из автомобиля, вызвать пожарную охрану, соответственно, если имеется огнетушитель, непосредственно попробовать потушить своими силами. Сотрудники УНД отмечают, в целях безопасности автовладельцам не стоит пытаться в мороз завести автомобиль сомнительными способами. Если он отказывается работать, лучше воспользоваться другим транспортом. В школе номер 5 провели спортивно-творческое профилактическое мероприятие по пожарной безопасности. В организаторах и жюри были представители отделения Всероссийского добровольного пожарного общества, Управления по делам ГО/ЧС и отдела надзорной деятельности и профилактической работы. Полина Вивденко продолжит. 7 февраля отмечается необычный праздник – день рождения огнетушителя. 161 год назад было запатентовано это известное устройство. К дате приурочено множество профилактических мероприятий. Одно из них прошло в школе номер 5. Команды 2, 3 и 4 классов участвовали в различных испытаниях – спортивных, творческих и интеллектуальных. Цели и задачи этого мероприятия – это профилактическая работа с детьми, со школьниками в области пожарной безопасности, развитие и укрепление их знаний, требований пожарной безопасности, конечно же, в игровой форме. Дети очень любят такие мероприятия. Они немножко шумные, но приносят большую пользу. Профилактическая работа в детских садах и школах ведется в течение всего года. Задействованы в ней и сами школьники, представители детских пожарных дружин. В организации дня рождения огнетушителя участвовали ребята из объединения «Дельта» 3-й школы. Мне очень понравилось проводить какие-то мероприятия, помогать детям, и очень это интересно. Я узнала все просто. Раньше я не знала даже, как пользоваться огнетушителем, для чего, а сейчас я знаю все. Стоит отметить, что в школе педагоги также с раннего возраста информируют детей о том, как вести себя при пожаре и что делать, чтобы не допустить его. Знают,
как оказывать первую помощь, что нужно делать в первую очередь, знают номера, по которым можно звонить, чтобы обратиться за помощью, что если возгорание уже произошло, то нужно передвигаться, используя мокрые какие-то предметы, тряпки и так далее, нужно обращаться за помощью ко взрослым в первую очередь и покидать очаг возгорания. Команды обошли 6 станций и выполнили задания. Победители получили дипломы и подарки от организаторов мероприятия. Полина Вивденко, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. А теперь о спорте. Сосногорск занял 2-е место в рейтинге ГТО по Республике Коми, уступив 1-е место Ухте. По итогам 2023 года число участников движения ГТО на территории Республики Коми составило более 24 тысяч человек. Более 21 тысячи участников показали достойный уровень физической подготовленности и стали обладателями бронзовых, серебряных и золотых знаков отличия ГТО. В спорткомплексе «Метеор» прошло открытие соревнований по боксу республиканского турнира «Кубок Тимана», а также первенство Коми. В турнире принимают участие юноши от 11 до 14 лет и юниоры 17-18 лет, а в первенстве юноши и девушки 15 и 16 лет. Всего более 180 спортсменов со всего региона, которые представляют Сыктывкар, Сосногорск, Ухту, Инту, Печору, Воркуту, Усинск, а также Карткировский, Ударский районы. Стоит отметить, что Сосногорский кубок Тимана имеет богатую историю. Я даже маленький в нем участвовал, на нем очень много спортсменов выросло на этом турнире, поэтому здорово, что у него такие богатые традиции. И сегодня, наверное, за многие годы в первый раз я увидел вообще в Республике Коми, что более 200 спортсменов, боксеров собрались в одном турнире. Это очень хороший показатель. Соседи из Ухты привезли на соревнования около 40 боксеров. Интинцы приехали в количестве 10 человек. Тренеры отмечают, что в Сосногорске очень активная спортивная жизнь, особенно для небольшого города. Наши коллеги, тренеры по боксу, продуктивно работают. Знаю, что всегда в сборной Республики Коми боксеры из Сосногорска и участвуют в северо-западном на северо-западе России во всех первенствах по всем возрастам, также во всероссийских турнирах. Я всегда часто вижу боксеров из Сосногорска не только в Республике Коми. Встречаемся в других регионах на различных турнирах. Программа соревнований рассчитана на 3 дня. Награждение победителей пройдет в спорткомплексе «Метеор» в субботу в 12:00. В завершение выпуска коротко о погоде. В выходные дни ожидается заметное похолодание. Температура воздуха к воскресенью опустится до -28 ночью и -21 днем. Управление по делам ГО и ЧС напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности в морозы. Одевайтесь теплее, находитесь на улице не более 30 минут. При этом обязательно двигайтесь. На этом пока все. С вами была Мария Ледовских. До встречи в следующих выпусках. Все о выборах в России мы расскажем вам подробно. Разобраться в них несложно, важно, честно и удобно. Как голосовать в смартфоне? В воскресенье рано утром при параде абсолютном дед вскричал: «Народ, подъем! Все голосовать идем!» И сказала мама сонно: «Выберем дистанционно». Папа поддержал, зевая: «Электронно выбираем». И сказала баба деду: «Я, отец, с тобой поеду. Но бумаги бюллетени любят в нашем поколении. Ну а молодая смена электронно, современно». Я прогрессу не противник. Подержи, внучок, будильник. Это все вполне резонно. Можно и дистанционно. Мы ж пойдем с тобою, мать, по старинке выбирать. Нашим методом привычным. На участке, как обычно. Выбирать в стране свободно. Важно. Честно. И удобно. Военная служба по контракту. Работа для настоящих мужчин. Для заключивших контракт предусмотрены социальные льготы, гарантии и выплаты. Подробности по телефону в Сыктывкаре 32 15 88.